Севера. Здравствуй, товарищи! Именно в эти дни неударной вахтой комсомольцев и молодежи всей страны под девизом к 60-летию октября 60 ударных недель мы вновь обращаемся к комсомольско-молодежным коллективам нашей республики. Я вообще ваши интонации не понимаю. Серега, сколько вот этих юностей Севера мы прочитали с тобой вот в этой старенькой аппаратной, да? Ой, миллионы же. Ну, каждый божий понедельник это было все дело. И вот из пафосных комсомольско-молодежных годков века 20-го перенесемся-ка мы в век 21, а место съемок наполнено атрибутами созидательных трудов журналиста Сергея Суранова, поскольку готовит он собственноручно свою новую квартирку к новоселью. Согласитесь, приятное занятие. Консультирует его по части ремонтных работ участник «Витражей» Геннадий Редькин. «Витражи» — это была такая телевизионная дискуссионная передача 80-х годов, автор и ведущий Сергей Суранов. А у меня с Сергеем был яркий, интересный совместный период работы в молодежной редакции под чутким началом журналиста Елены Степановны Мироновой. У меня самая первая была передача про досуг, про проблему свободного времени. Тогда это модно было говорить. И эта передача была насквозь почти построена на чем? Она была построена на интервью на улицах и на опросе социологическом, которое Ульяна Винокурова, кстати сказать, помогла, тогда еще никому не известная. Она работала в институте литературы истории, социологией занималась. Она помогала анкеты составлять, там, что, чего, почему, и комментировала потом их, кстати сказать. Вот. То есть я тогда уже обратился и старался обращаться к людям, потому что... Да, вот я материал всегда отличался живыми голосами из жизни. Елена Степановна, это очень просто разрешается. У меня был комплекс, он и сейчас, кстати сказать, остается, да? Тогда ведь все передачи, да, вот в советское это время, она должна, вот мало того, что ты рассказал о каком-то факте, о каком-то человеке, да, она же должна какой-то моралью заканчиваться. Там, берите пример с него, да, удивительно, рядом, там вообще замечательные люди, а я... Второй курс университета. Я всю жизнь жил дома. Я вообще, кроме Якутска и Намцев, куда меня отец возил, когда я был маленький, да, я ничего не видел вообще. Какое там может быть морализация? Ну что, меня всегда это угнетало, мне всегда это было очень тяжело. И не то, что тяжело, а я себя очень плохо чувствовал, ложно как-то. Вот, и поэтому я старался всегда к людям. Пусть люди говорят. Что ты это понимал? Ощущение было, да. Вот. И, собственно говоря, вот все передачи, которые вы правильно говорите, наверное, так оно и было. Да, по крайней мере, я старался, чтобы все-таки какую-то позицию, какую-то оценку давали сами люди. И поэтому вот мы когда в 89-м году с Альбиной Даниловой, Гарри Борисовичем Зельбетом, это режиссер был, Альбина Данилова редактор была, вместе работали в «Молодежке», когда начали вот современный разговор, по сути дела, это как раз, вот тогда просто перестройка началась, все уже как бы это, и тогда вот мне как раз вот представилась возможность реализовать себя полностью в том смысле, что когда люди уже говорили то, о чем, так сказать, они говорят, вот так вот, на кухнях где-то, да. А мы им дали возможность говорить в эфире, и они говорили, и я себя чувствовал очень комфортно. Хотя там тогда вообще это было довольно забавно, потому что, значит, после нескольких передач мы разговариваем, все время обсуждали, сидели. Все время, каждый раз после передачи. И мы всегда обсуждали, и я Гарри Борисовичу говорю, вот меня как-то угнетают вот эти письма, тогда письма же еще было принято писать. Сейчас вообще, наверное, не пишут. Вот, а тогда, значит, было принято писать письма и звонили. И звонили и на передачу, и потом в редакцию. Я всегда говорил, вот не очень понимаю, почему так люди не воспринимают то, что мы делаем. В каком смысле? «Современный разбор» — это была часовая передача. И она была построена блоками, обычно 4 или 5 блоков было. И я строил их таким образом, что следующий блок, да, он не должен был, по идее, быть интересен человеку, который слушал с удовольствием, с интересом предыдущий блок. То есть вот 5 минут прошло, песня, 5 минут прошло, песня, 5 минут прошло, песня. И это самое. А нас всегда это самое укоряли, типа, да, что, ну как вот так вот, вы там рассказали какую-то, ну, грубо говоря, вот какую-то love story, да, ну какую-то бытовую такую историю, которая вызывает сочувствие, сопереживание, да, а следом идет какой-то, ну, если не веселька какая-то, да, то что-то такое, ну совершенно это. И Гарри Борисович тогда говорит, ну ты, Сережа, имей в виду, что люди просто привыкли, они психологически не самостоятельны.
И говорит, если ты ввел человека вот в такое состояние, когда он должен был там грустить как-то, да, его из этого состояния это выводить нужно. И поэтому, когда он после этого слышит совершенно другое что-то, да, у него это дискомфорт, это все, у него раздражение появляется, все такое. Вот. И я тогда, в принципе, действительно, у меня тогда уже было подозрение, что люди на самом деле, может быть, это не очень красиво, конечно, прозвучит по отношению ленивые, в массе своей очень ленивые. У меня подозрение первое сложилось еще, когда я делал «Юность Севера». И я помню, однажды в редакции раздался звонок, значит, какая-то женщина очень так возмущенно совершенно рассказывает о том, какие коммунальщики плохие. Что вот у нее там квартира, я сейчас детали-то уже не помню, все такое, значит, да, помогите, говорит, мы ничего не можем сделать. Мы очень часто так обращались. Так вот. Как последняя инстанция. Елена Степановна, если последняя, первая инстанция, это потому что я звоню за домоуправляющему, да, и говорю, вот такое, 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 такое. Он, значит, спрашивает адрес, там фамилию, говорит, а у нас не было такой заявки. Я говорю, как не было? И эта женщина оставила телефон, я потом с ней разговариваю, она говорит, ну да, говорит, я вот позвонила, чтобы вы разобрались. Известно во всех ее проявлениях. Сейчас Сереже по вкусу сноуборд, и он с увлечением занимается в тренажерном зале, успевая по дороге разрулить десятки деловых вопросов. И вот в этом весь Сергей. Комсомол, пятилетка такая у нас была, цикл был на телевидении. Комсомол, пятилетка, это у нас 29 октября 80-го года он был в эфире. Передача 115 на моем счету лично. Нет, я еще не в том возрасте, конечно, когда плачут над былым и прошлым в раздумьях, да, но воспоминания были очень серьезные, потому что это был Булунский район. Это был Булунский район. И я когда вот я начал работать с этим, да, меня что потрясло, что 80-й год это был 31 год назад, это вообще в другой жизни было. Буквально в другой жизни было. Прошлый век, да? Это был, так нет, и прошлый век, и прошлой жизни вообще по мироощущениям, по опыту, по интересам каким-то, ну вообще по всем статьям, да. Это был прошлый, Елена Степановна, насколько все помнится, изумительно. Булунский район. Все. Вплоть до запахов чувствуется. Это был Булунский район. Мы ездили туда, оператором был Забоев Валерий Иванович, ныне покойный. Изумительный мужик. Вообще балдежный. Я от него балдел. Я только начал еще работать на телевидении. Я вот когда в университете учился с 76 по 79, я же в основном для радио только делал. А тут на телевидении, соответственно, в 79 году, когда пришел. Самыми свежими новостями с людьми. Об уходе своем с гостелерадио не жалеет. Но иногда по ночам оно ему снится. Мы оттуда выходили, вот мы никакие выходили совершенно. Деморализованные. Вы знаете, вот ужасно подавленные были, да, и очень хотелось вот что-то, ну, чтобы такое что-то сделать, да, чтобы встряхнуться, потому что напряжение чудовищное было. И я думаю, а тогда ничего же, вот возвращаясь опять-таки, ну ничего не было, пойти-то некуда было. Ну, 12 часов дня в Якутске, полдень, воскресенье. Куда пойдешь-то? В кино, что ли? Так это никакая не встряска, надо было встряхнуться как-то. Ну вот и мы там обычно часа 2-3 сидели, значит, чаевничали и обсуждали, что к чему, почему, и кто как, и что не так, и всяко разно. Ой. Вообще вот в трудностях, так сказать, друзья познаются. Альбина, видимо, из того же теста сделана, что я, что нужен коллектив. Не люди, которые вот просто сидят и там кнопки нажимают, да, там что-то делают.